Должны, когда речь идет, мы должны строить какая сука, и не что сука была сделана автоматически. Значит, если, например, человек имеет огромный склад, где он собирал остаток урожая, это еда для животных, и человек будет просто делать дырку в это место, хотя что технически это кошерная сука, но поскольку схах является это, что растет на земле, не является ни фрукты, ни овощи, но при этом, поскольку перекрытие сука, схах сделано автоматически, он не строил схах, он просто сделал какая дырка, которая стала сука, эта сука считается некошерной. И поэтому, на самом деле, это тоже касается мицват мезуза. Бывает, что на самом деле, когда человек строит новый дом, или человек делает ремонт у себя дома, и снимается там панели, которые есть на входе, на двери, снимаются панели, и на панель есть тоже мезузы. Снимается панель с мезузы, и потом, когда человек закончит ремонт, он хочет опять крепить панели на стене, и там мезузы. Это, конечно, это не годится, поскольку здесь есть проблема, что таасе вело мин хаасуй. Надо именно взять мезузы и перекрепить мезузы на это место, где надо перекрепить мезузы. И в первую очередь. В вторую очередь, что много раз бывает, человек ставил мезузы, вызвал раввина, ставил мезузы себя дома, и потом человек сделает ремонт. Когда сделал ремонт, там рабочие, они снимают мезузы, а потом рабочие, они ставят мезузы обратно. Естественно, что не еврей не может ставить мезузы на место. Это должен быть еврей, который бар хиюва, который обязан ставить мезузы. Это включает тоже женщины, мужчины и так далее, и так далее. Здесь без разницы, но это обязательно должен быть еврей. Если не еврей ставили мезузы, естественно, надо еще раз снимать мезузы, еще раз подкрепить мезузы с брахой, с благословением. Раби Ханан бен Акаши б'Шlomo B'Chol Yisrael Yisrael לפיכך קיבל לנו תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען סיכוי יגדיל תורה ויאדיר, קדיש על ישראל.